Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Кыргызстан – небольшая страна с более 6 миллионов населения. Здесь проживают представители около 100 разных национальностей. Душа в душу – это кыргызы, русские, турки, узбеки, уйгуры, дунгане и другие. Мы находимся недалеко от столицы, в Высокотинском районе в селе Дмитриевке. Сегодня не только члены этой семьи, но и соседи вместе с особой тщательностью подготовились к нашему приходу, чтобы продемонстрировать свои обычаи, традиции, культуру, быт, образ жизни, национальную кухню. Организаторы особенно подготовились для программы «Мост дружбы», не пожалели сил, энергию, активно показывая национальные традиции одни за другим. Члены общины Тура-Кахыска, живущие в селе, общаются достаточно тесно. Соседи регулярно ходят друг к другу в гости. Во время семейных торжеств, праздников и других мероприятий женщины села собираются в одном доме и готовят вместе. Сегодня поводом для этого стал приезд журналистов. Уважаемые телезрители, все то, что видите в своих экранах, это образец дружбы, согласия, мира, взаимоуважения, отношения между народами, которые проживают на территории Кыргызстана. Вам от нас. Кыргыз элинде ар кошкон улут болгону менен баарыбыз бир туугандай мамиле кылып жашап келгенбиз. Демек ушул элибиз баарыбызга кут болсун, асманда жылдызыбыз болсун, жерде бир туугандарыбыз көп болсун демекчи. Ушул жылыбыз жакшы жылдарда болсун. Кудайым ушу биздин элибизге тынчтык болсун. Энелерибиз, аталарыбыз ыймандуу, мээримдүү болсун. Балдарыбыздын жакшылыгын көрөлү. Ушинтип эки, ушундай көп болуп элип жашайбыз. Бардыгыбыз арабызда бактылуу болуп, ынтымактуу жашайлы. Я бы хотел, чтобы таких праздников было побольше, чтобы мы нашей культурой делились. И культура это наша внутренняя. Поэтому делимся культурой, мы душу отдаем. Я так думаю, что если будет много таких мероприятий, среди нас не будет тех людей, у которых зачистели сердца. Они все будут относиться друг к другу с любовью, с нежностью. И поэтому спасибо вам, что вы сегодня здесь показываете свои таланты и традиции. И дай Бог вам всем здоровья, счастья, чтобы у всех в доме был только уют и достаток. Бүгүнкү могу бирге, бир дастырканда бир болгонубузга силерге чоң рахмат. Биз Кыргызстанда 74 жылдыр жашıyoruz. Биз Кыргызстанымызга чоң разıyıq. Биз doğulduk, eşitiyoruz ki biz razıyıq. Her vakti razıyıq. Niye razıyıq? Niye ki bu Müslüman ülkesidir, Müslümandır. Biz bir kardeşiz. Bizinkiler gelende birinci kırık ekmeği bunlar verdiler. Biz onları hiçbir vakti unutmuyoruz. Bizim nenelerimiz bize dedi, biz de kendi çocuklarımıza diyoruz. O bizim çocuklar öbürlerine diyor.
Biz her vakti razıyız. Allah onlardan razı olsun. Türkiye, Kırgızstan iki hükümet ama bir millettir. Kardeş millettir. Дорогие гости, мы очень рады видеть в сегодняшнем торжестве. Сегодня это Навруз, Новый год для мусульманина. Сегодня вы своим присутствием здесь, вы показали, что мы, киргизы и турки, это два государства, ну, одна нация. Мы всегда слышали от своих, мы 74 года здесь живем, я всегда, родившись, от своего бабушки слышал, матери, отца. Мы всегда довольны Киргизстаном, довольны этим народом, потому что в 1944 году в сталинском режиме так судьба сложилась, что мы попали сюда. Но вы тогда куском хлебом поделились, своим уютом, своим домом, и мы на сегодняшний день вот здесь выжили. И мы эти благодарственные слова будем говорить и передавать своим внукам, правнукам, чтобы они тоже знали, мы откуда пришли, почему мы здесь оказались, кто нас принял, кто куском хлеба поделился, чтобы это никогда не забывалось. Вот это нас всегда объединяет и будет объединять. Мы всегда были дружны и будем. Сегодняшнее мероприятие организаторам я от нашего Дарняга Ахыска объявляю благодарность. Село Дмитриевка, первое, которое начало встречу с Наврузом, старейшину деревню Айдару Джафара, я объявляю благодарность от нашего лица. Я считаю, что в каждой деревне такие мероприятия должны пройти, показать нашу культуру, наш быт, единство. И мы этим показываем нашему Кыргызстану, что мы едины. И этот год, пусть для нашего государства, для нашего Кыргызстана, для Турции будет очень удачным, чтобы весна была, приход весны был тоже удачным, урожай был хороший, во всех домах светило хорошее. Как мы рады с вами вот сегодня встречаем. Навруз, Жаңа жыл называется. Спасибо вам. Вы сегодня сейчас очень такие теплые слова вы сказали. Мы очень тронуты. Спасибо, что вот дети помнят. Вот, конечно, это же все от нас зависит, чтобы детям говорить. Конечно, мы едины. Мы не должны говорить, что какой мы нации. Мы должны быть дружными, должны жить дружно. Спасибо вам. Я желаю вам, дорогие вот вы тоже, да, вот кыргызстанцы, давайте, чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы жили счастливо. Наш Кыргызстан, чтобы процветало, чтобы всегда у нас был уют и была и дружба, да, и согласие, единое согласие. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Көңіл сүйген тұрған кезде болып
başı, benim babam yüzbaşı. Sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı. Sesi dağı vur babam, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum. Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum. Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Bizim bayrak kırmızı, beyazdandır yıldızı. Paşa Mustafa Kemal, düşman yıkamaz bizi. Bizim bayrak kırmızı, beyazdandır yıldızı. Paşa Mustafa Kemal, düşman yıkamaz bizi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum. Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. К приходу гостей турки Ахыска готовятся очень тщательно, как сегодня. Готовят самые вкусные угощения. Здравствуйте. Как вас зовут? Азамат. Азамат, когда к вам гости приходят, что вы обычно готовите, что ставите на стол? Традиционно национальный кухня. Блюдо традиционное и народное. Это называется хинкал. Вот это блюдо у нас. Это особенное блюдо. Вот это блюдо у нас, когда гости приезжают. Как называется? Гости хинкал. И не только у нас гости приезжают, у нас еще на следующий день, когда невесту привозят, на следующий день обычно подается это блюдо. Названия многих блюд имеют кавказские корни. К примеру, хинкали – это что-то среднее между мантами и пельменями. Блюдо готовится из сочни, тонких лепешек, нарезанных на маленькие квадратики. В их центр кладут фарш и лепят. Хинкали варятся в течение нескольких минут. У нас есть еще, это тоже национально, от наших предков осталось, от бабушек, от дедушек, может быть. Они любили это блюдо, это называется макарлама. Тоже часто готовится это. Ну, обычно тесто режется, как на макароны, сверху заливается сливочным маслом. Это, наверное, на каждый день лучше, да, вот такие блюда? Это не каждый день, это не каждый день. Это когда праздники? Это праздники, да. И для любителя. Очень старинное блюдо. Это у нас называется эриште. Это тоже от предков наших осталось, но мы не забыли. Мы помним. До сегодняшнего дня мы готовим это блюдо. Это блюдо у нас готовится, когда Рамазанайт. Да, когда Навруз. Когда Навруз, когда Рамазан, у нас это блюдо готовится. Это режется руками? Руками режется. Это юфка. Юфка скручивается, режется, сушится, а потом сладкий сироп сверху заливается и сливочным маслом. Все это заливается. Это называется эриште. Старинное блюдо тоже от предков осталось. Базлама. Это все вкусные блюда. Но есть у нас еще супы, мы о них вообще не сказали, тоже старинные. Я просто хочу показать, потому что на нее не видно. Это называется у нас черес чорбасы. Почему черес чорбасы? Видите, сверху маленькими кусками нарезанные кубиками теста. Это поджаривается на сливочном масле. Снизу у нас тоже тесто, как макарлама. Тесто режется, руками режется. И заливается туда айран с чесночком. И сверху заливает вот этот, самое главное, как называется, черес чорбасы. Черес. Самое главное, это считается у нас, вот это сверху, который есть, черес чорбасы. Это тоже очень старинное. Это у нас называется синур. Синур тоже юфка, тоже заворачивается.
сверху заливается айраном и со сливочным маслом. Это наши сладости. Это называется шакерлеме. Да, готовится она по праздникам, на свадьбы, на какие-то мероприятия мы готовим вот это блюдо. Тоже делается с теста слоеного, здесь сливочное масло и посыпается сахарной пудрой. Сладости идут, да? Сладости, да. Это шакерлеме называется. Так, это наш традиционный, это называется биши. Это каждодневная у нас еда. Почти, можно сказать, через день у нас готовится. Делается дрожжевое тесто. И на сливочном масле мы обжариваем их. И вот так вот кушаем с сыром. В основном идет у нас сыром. Хачапур делается тоже с пресного теста. Делаем фарш с мяса, лук, соль, перец, специи. Закладываем и жарим на сковороде. И по желанию можно обмазать сливочным маслом. Кто не желает, просто может так кушать его. Это называется хачапур. Это наш домашний хлеб, который изготавливается дома. Тоже делается дрожжевое тесто на паре. Готовится тесто, ждем, когда она подойдет. И у нас есть специально сделанный фурын, называется у нас. Так, мы потом его разжигают они. Можно дровами, можно курай там или что-то там. Разжигают, готовят до готовности. Закладываем хлеб на 15-20 минут. И вот такой вот хлеб у нас получается. Это наша национальная домашний хлеб. Geldi bahar geldi ya,
Я на сегодняшний день являюсь хозяйкой этого дома. И так как я узнала, что собирается мероприятие быть, показать обычаи, традиции нашего Ахыска, турецкого народа, я с удовольствием решила помочь. Также не только я одна, помогли мои соседи, снохи, все знакомые, вот наш диджей здесь был сосед тоже. Мы решили просто показать все наши традиции, все наши обычаи. Так как наш народ турецкий очень трудолюбивый, очень такой гостеприимный, также наши родители так передали вот эти все качества нам. Мы очень любим гостей, очень любим встречать их, угостить вкусной едой. Сегодня также мы очень много блюд приготовили. А что вы готовили? Мы сегодня, например, приготовили хачапуры, приготовили котлама, приготовили национальные блюда, которые готовили наши деды, бабушки. Это макарлама, япрах инкали приготовили, чаряс чурба приготовили, это жидкий суп. Также приготовили наши молодые снохи, которые уже приобрели опыт здесь, живя уже столько лет здесь. Они умеют готовить булочки, пахлаву, приготовили всякие сладости. Да, шакерляме, например. И вот всегда мы вот так часто очень встречаемся, готовим на чаепитие, соседи, родственники и проводим свои мероприятия вот так вот весело и дружно. Вот вы столько готовили, столько трудились. Скажите, пожалуйста, во имя чего вы это сделали? Ну, во-первых, во имя того, что очень мы любим свой народ. Хотим, чтобы все, не только мы, чтобы все узнали, как мы живем, что мы готовим, как мы проводим наши мероприятия, и что мы умеем, например, делать, вышивать, готовить. Вот у нас даже здесь, вот я стою, стенд, здесь наши дедушки, даже мы сохранили те вещи, которые сделаны руками наших бабушек, наших дедушек, как они пользовались, что они делали. Вот это мы и предоставили, и сами мы очень прекрасно знаем вот эти вещи, умеем вязать, шить, прясть. В общем, вот так вот. На дворе Навруз, можно сказать. А вы как готовитесь к этому празднику? Что вы делаете? К этому празднику мы очень хорошо, тщательно готовимся. И знаете, как мы проводим? Например, мы можем собраться всей вот улицей нашей. Вот мы живем, у нас наша улица. Даже всем селом мы можем вот так вот собраться, приготовить наши вот такие вот блюда национальные. Также с нами вот такой вот наш сосед, наш вот диджей. Также мы танцуем, поем, веселимся, угощаем всех. Не только свой народ, там, допустим, всех там. Я как раз хотела спросить, какие представители разного народа, нации здесь в вашем селе проживают? Наше село очень многонациональное. Здесь, например, живут русские, живут также кыргызы, турки, дунганы, узбеки живут, уйгуры, таджики, балкарцы живут. Вот. Вы знаете своих соседей? Как их зовут? Назовите несколько. Конечно, знаю. У нас улица здесь небольшая, поэтому я всех знаю. Вот, например, Эйран, Етош, Зульфия, Назгуля, Нарханым. А вы знаете их обычаи, традиции? Например, Нарханым, я поняла, турецкое имя, да? А другие... Что вы знаете об их обычаях, традициях? В традициях, да, очень хорошо тоже знаю. Вот, например, вот кыргызов возьмем, да, вот у нас такое вот кыргызско-турецкое, так это. У них, например, знаю их обычаи, как у них проходят свадьбы. Предварительно, прежде чем вот пройти свадьбу, у них такая традиция. Они невесту воруют, крадут. Да, крадут невесту, привозят в дом, и тогда у них начинается вот такое мероприятие. Они идут в дом к невесте с подарками, там, со своими этими, там, барана режут. Вот с такими подарками идут, там их встречают, кудалар, у них называется кудалар. Встречают они их, мирятся, а потом уже совместно они делают свадьбу. Так вот. Я видела сегодня у вас на столе сюмеляк. Это таджикское, да, по-моему, блюдо? Узбекское. Это узбекское блюдо. Это делается вот именно вот в этот месяц. И этот сюмеляк, он предназначен для того, чтобы вот когда вот его готовят, это берешь одним пальчиком, макаешь, в общем, кушаешь и загадываешь желание. Вот загадаешь желание, это желание вот должно сбыться. Если у кого-то есть неженатые там дочки, там сыновья, вот обычно вот готовят вот этот сюмеляк, и чтобы вот сбылось. Скажите, ваше село называется Дмитриевка. А что это означает? Ну, это еще с советских времен название этих сел. Они как-то не меняли это название. Вот Дмитриевка. А улицы у нас, например, есть Чапаева. Чапаев, это вот Калинина есть.
Калинин, это наш, знаете, предводитель, да, там это, да, калининцы, Чапаева, улица 1 мая, праздник есть такой, День солидарности трудящихся. 1 мая, есть улица, название в честь этого праздника. Так вот. Сколько населения в вашем селе? Так, в нашем селе, я дома точно знаю, что у нас 450 дворов только наших вот турков, но помимо этого еще и кыргызы, но я даже вот где-то около 5000, вот так вот, да. Желание нашим кыргызстанцам и всем тем, которые празднуют праздник весны Навруз. Спасибо. Но всем кыргызстанцам, всем жителям Кыргызстана, многонационального Кыргызстана, я в первую очередь желаю дружбу, чтобы они жили дружно, чтобы все вот так вот чаще встречались, общались, чтобы все передавали даже свои вот так вот традиции. Это же неплохо встретиться, передать здоровья им всем, счастья им всем. И все желания, которые у них есть в душе, чтобы у всех сбылись эти желания. Это было специально для программы «Мост дружбы». Хочу, чтобы вот этот канал, телеканал, чтобы он процветал, чтобы чаще он организовывал даже вот такие вот встречи, вот такие праздники, чтобы мы были еще сплоченнее и еще дружелюбнее. И вам большое, очень большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам на вот это мероприятие, что вы вот это вот нас вот так вот всех сняли, что, может быть, когда-то нас покажут где-то по каналу. Не когда-то, точно пока. Точно, да? Очень огромное вам спасибо. Желаю вам счастья, здоровья и успеха в вашей работе. В культуре туро-кагызска сохраняется довольно сложный свадебный обряд. Свадьба продолжается в течение нескольких дней. Перед этим в доме невесты собирается девичник. Молодые девушки поют, танцуют и окрашивают руки невесты хной. Это мы сейчас Селинка решит. Она в дом жениха, оттуда входит, мажет медом и тарелку наливает. Вот еще снимите, это наш главный обряд, который одевает обувь невесты. Сюда ставит жених деньги, сюда ставит отец, да. Пока она не уедет к жениху, она не должна обувь снимать. Жених сам снимет. Sinem
Benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Нашему Кыргызстану процветания и межнационального согласия между людьми. За Навруз, которая соединяет всех мусульман Кыргызстана и мира. Мост дружба деген журнал Турцияда мынакей журналисттер жазат, биздин ынтымагыбыз бекем болсун, күчтүү болсун, балдай таттуу болсун, асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынччылык болсун. Dastarhanı dolu olsun, gözü kuru olsun, yollar açık olsun, kadar yoldaşı olsun. Allah'tan imdat peygamber şefaati olsun. Hastalara şifa olsun. Dardakine imdat olsun. Yoksulları eda etsin. Yola çıkanın yolu açık olsun. Kadar yoldaşı olsun. Allah'tan imdat peygamber şefaati olsun. Allah cümle alemin, Kırgızistan'ın, bizim evin, yurdun, karnı tok olsun, gözü kuru olsun, ömrü uzun olsun. Одновременно это является моделью дружбы, согласия и мира на кыргызской земле, поддержки национальной политики государства. Мы выбираем стабильность. Это прямая дорога к процветанию страны. Творческая группа «Мост дружбы» выражает особую благодарность за подготовку мероприятия во главе с руководителем тура Кахыска в Кыргызстане Атамше Дурсунову, Джафару Айдарову, Азизу Касымову, Тахмине Сейдиевой и Алтынай Карыбековой. Уважаемые телезрители, съемочная группа «Мост дружбы» ждет и ваших приглашений. Мы готовы быть в любой точке Кыргызстана, в каждой семье во имя мира и дружбы.
Thank you.